В СФУ иностранные студенты изучают филологию, регионоведение и различные технические специальности. Помимо программы обмена действуют и магистерские. По одной из них уже второй год обучается Сы Юнтао. Он твердо намерен связать свою будущую профессиональную деятельность со строительством дорог в Якутии. Я в Китае учил бакалавр компьютерного дизайна и выбрал СФУ, один из 9 федеральных университетов из России. Тут на высоком уровне. И мне здесь можно хорошо получиться. Я хочу здесь учиться много чего, и как инженер останется в России оставаться работать, особенно в Якутии для криолитозоны. Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне – это уникальная программа, адаптированная по специфику работы в условиях вечной мерзлоты. По словам Сы Юнтао, несмотря на трудности, он с интересом подходит к учебе и исследует тему в своих научных работах. В Якутии каждый день идет землетрясение. До этого я не знал. Преподаватели нам сказали, что тут в криолитозоне каждый день проходит землетрясение. Ну, где-то 1 с чем-то. Из-за ближе полярный круг, поэтому тут все равно холодно будет. И я знал, что летом в криолитозоне тоже вниз все равно лед. Несмотря на суровый климат и языковой барьер, студент не только получает образование, но и активно знакомится с культурой региона. Сравните Китай, там населения много. Населения много, еще много чего фабрики. И воздух, по идее, не так чистый, как здесь. И летом здесь очень хорошо. Мне нравится здесь якутские литературы. Например, эссеях. Очень нравится. Я несколько раз был там. Вместе с Сы Юнтао по программе обучаются еще 4 студента из Китая. Преподаватели отмечают, что на магистратуру поступают из самых разных стран мира, а выпускники становятся востребованными профессионалами. Приезд иностранцев сюда – это неформальные, это люди, думающие, понимающие. У нас таджикские студенты были из Таджикистана. Возможно, и другие будут. С удовольствием встретим любого иностранца, который имеет базовое образование. Иностранные студенты успешно продолжают осваивать программу Северо-Восточного федерального университета. Несмотря на все вызовы, связанные с адаптацией к новому климату, языку и культуре, они обладают высокой мотивацией и стремлением к знаниям. Диана Антонова, Артем Наговицын, Якутск.